Ровно в 10 часов начинается одно из самых важных политических событий в Ингушетии. Выборы главы республики определят дальнейший вектор развития региона на ближайшие 5 лет. Председатель Народного собрания Магомед Тумгоев отметил, что каждый депутат должен сделать свой осознанный выбор. 15 августа президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии 3 кандидатуры на пост главы республики. Среди них действующий глава Ингушетии, член высшей партии «Единая Россия» Махмуд Али Калиматов, депутат парламента, член партии «Справедливая Россия» Алихан Арабханов и депутат Народного собрания, член партии «Патриоты за свободу» Ислам Гадиев. Голосование за нового руководителя региона пройдет тайно. Перед ним депутаты в рамках протокола выслушали выступление каждого кандидата. Первым слово предоставили действующему руководителю региона Махмуду Али Калиматову. Он рассказал о той работе, которая проделана в Ингушетии за последние 5 лет. Глава региона подробно остановился на цифрах. Большое внимание в республике уделяют реализации национальных проектов, улучшению социально-экономических показателей, развитию IT-технологий, образованию, качеству медицинского обслуживания, благотворительности и не только. Сегодня важный день и важный год в нашей жизни. Это мы столетие отмечаем в этом году государственности нашей республики. Для всех нас выборы руководителя республики – это очень важный, ответственный момент. 5 лет назад здесь, в Народном собрании, мною были определены приоритеты в работе. И я докладывал, что определенные задачи, которые считал в первую очередь, что нам нужно было сделать. И об этом говорил и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В части того, что необходима консолидация общества, мы должны не забывать, что было и как было, но надо идти вперед. Вперед надо идти, а для этого без консолидации общества сложно единым фронтом претворять в жизнь те задачи, которые стоят перед жителями республики, перед целым правительством и руководством республики. В первую очередь мною было определено это встречи. Встречи первый год они были проведены со многими нашими уважаемыми людьми, имеется в виду и имамами, и с опытом политики люди. В общем, мною были проведены встречи. И были определены, самое главное, чтобы мы единым фронтом выступили для исполнения тех задач, которые стоят перед нашей республикой. На сегодняшний день у нас нет каких-либо долгов. Мы полностью ушли от мер бюджетного принуждения. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все обязательства, которые мы взяли на себя, мы претворили в жизнь. Для меня было важно вернуть доверие нашей республики. Надеюсь, нам это на сегодняшний день удалось. Но доверие, самое главное, жителей нашей республики. Жители должны были нам доверять, и вот эти все встречи, иногда я десятки раз выезжал и встречался с людьми, и они высказывали свои те или иные вопросы, которые нами были запротоколированы, и в последующем конкретно решались те вопросы, которые возможно и в рамках нашего законодательства бюджетного, в рамках нормативных актов. Ежегодно в нашей республике проводятся крупные благотворительные акции. Нами было предложен такой вариант мягкой саги и урбанные. И мы охватили это с первого года, и в этой части было сделано немало. Мы начали там 1700, дошли до более 4000. Вот. И очень важно было, что сложность была в том, что когда выезжали Хажул Болнахби, хадж который, сложно было. Это надо было лететь там, в Турцию пересадками. Нами была договоренность при помощи и полномочного представителя президента, и других органов федеральных, что из нашего аэропорта первое было его статус международный признать. Это у нас постановление вышло 2 года назад, более немного. Таможенную службу и пограничную службу пришлось договариваться, чтобы они были здесь.
И вот уже 2 года наши паломники, вот, сами говорят, что это очень важно было для нашего общества. Основным источником, в принципе, если переходить в части экономической ситуации, у нас были нацпроекты. С 19 по 23 год объем кассового исполнения по нацпроектам составил более 39 миллиардов рублей, которые направлены на строительство, реконструкцию более 324 объектов. Это школы, детские сады, общественные территории. В этом плане мы продолжим работу. В республике динамично развивается бизнес, созданы благоприятные условия для инвесторов. При поддержке Минэкономики России нам очень помогает и Кавказ РФ. Мы приняли меры по реанимации простаивающих предприятий в республику и вводу их в эксплуатацию. По итогам 2023 года мы находимся на 1-м месте. Не оговорился, на 1-м. И на 4-м в России по индексу промышленного производства. Объем аналогичного периода предыдущему году вырос 2,6 раза. Это огромная работа была проведена, которую надо и продолжить. Отдельно хочу отметить важность инвестирования и человеческий капитал. Мною был инвестсовет лично возглавлен. И у нас в портфеле там собралось около 40. То есть к нам инвестор пошел. Он идет, и все-таки мы тщательно подходим к тем или иным. Вы знаете, что завод строится и очистных сооружений, и моющих средств, и жиженного газа, который у нас будет уже, я надеюсь, год-два, и вот эти все предприятия уже будут работать. Ну и, конечно, хотел бы сказать, очень важно для нас, в силу того, что мы с благотворительным фондом «Сафмар», Гутериевым Михаилом Сафарбековичем, когда мы с ним соглашение подписали, и чтобы это не было такое вот 1 на 1 решение, но и было принято решение, мы собрали правительство, я попросил предложения, которые у нас есть, и что могут со стороны благотворительного фонда «Сафмар». И каждый пункт был обсужден, и протокольно это было записано. Они принесли свои плоды. Я не буду перечислять, вы сами знаете, но в силу того, что завод это заводами, да и малоземелье наше, было принято решение уникальное. Тогда с Михаилом Сафарбековичем мы согласовали, и вот IT-академия. Для нас, для нашего субъекта, это в России это 5-й или 6-й всего IT-академия, которая обучает бесплатно. Содержание это за благотворительным фондом, и категории от 17 до 60 лет могут там обучаться. И после этого мы запустили акселератор. Это уже готовыми идеями, которые пойдут дальше. И дальнейшее там будет технопарк. Это вот 2-3 года должно быть. Да, и у нас очень серьезная еще прослойка. Это колледжи, где прослойка, где мы должны проанализировать, какие нам специалисты нужны, как их готовить. Потому что у нас достаточно, мне кажется, уже количество колледжей, но рабочих рук не хватает, специалистов не хватает. И мы должны в этой части очень серьезно работать. Уважаемые коллеги, несколько дней назад в беседе с учениками в школе в Туве президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции – это залог будущих побед нашей страны. Республика Ингушетия, как и все субъекты Федерации, активно участвует в поддержке курса президента. Мужество и героизм жителей Ингушетии, участвующих в СВО, отмечены высокими наградами. И вы знаете это, у нас герои России, к сожалению, 2 погибших, но и ребята, которые Давянчан дал, Геш Долцер дал. Поэтому в этом плане наша задача вот для всех тоже обеспечить поддержку нашим участникам СВО,
проявить заботу и внимание к их семьям. По министерствам это обязательство есть, поэтому руководство делает все возможное, чтобы наши воины и их семьи чувствовали поддержку. Это наша обязанность перед теми, кто защищает сегодня нашу Родину. Активно участвуют в работе, принимают жители нашей республики, общественные организации, регулярно в зону проведения СВО направляется все необходимое, гуманитарная помощь, составлены социальные паспорта на каждую семью военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Ответственные ведомства оказывают содействие во всех возникающих вопросах. Тема поддержки участников находится на личном моем контроле, потому что мы не афишируем это, мы не говорим об этом, но мы делаем свое дело, и наши военные, наше руководство военных, округ знает, что мы делаем. Поэтому я всегда говорил, когда мне говорили, а что вот там публично не показать, прессе там, я открыто вам скажу мое мнение. Хоть 100 тонн, хоть 500 тонн, чего бы не было, техники или другого, и погибший наш ребенок, солдат, он перевесит вот эти всякие наши тонны. Поэтому я стараюсь об этом не говорить. Делаем и будем делать. Помогаем, будем помогать. Силу нашу. И все, я знаю, и жители, и правительство, каждый бизнесмен, наши депутаты, сенаторы участвуют в этом. Поэтому в этой части сегодня мы не оставляем ни одну семью без внимания. И в первую очередь Вайса, Лушхана, вот эти все вещи, мы в первую очередь с их начинаем. В завершение своего выступления хочу сказать, что в соответствии с решением президента Владимира Владимировича Путина моя кандидатура предложена депутатом Народного собрания на пост главы Республики Ингушетия. Для меня это в первую очередь высокое доверие и большая ответственность перед жителями за будущее нашей республики. Впереди еще много проектов и планов, которые мы обязаны воплотить в жизнь. Это в первую очередь вопросы водоснабжения, развития системы образования, повышения качества медицинских услуг, привлечения инвестиций в экономику. Если депутаты поддержат мою кандидатуру, мы продолжим работу, которая направлена на созидание и процветание нашей республики. Спасибо. Далее перед собравшимися выступает второй кандидат, депутат Народного собрания Алихан Арабханов. Он представил свою предвыборную программу, рассказал о том, на какие направления будет обращено внимание в случае избрания его главой республики. Цель моей программы в предстоящей деятельности на должности главы Ингушетии – это улучшение социально-экономического развития республики и повышение уровня и качества жизни жителей региона. Работу главы региона вижу в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти. О своих планах работы в республике поделился и третий кандидат Ислам Гадиев. Он отметил, что им особое внимание будет уделено развитию национальной политики, сохранению культурного и исторического наследия республики. Вопрос, который считаю одним из важнейших для будущего нашего народа. Это необходимость создания долгосрочной государственной программы национальной политики. Программы, которая будет направлена на сохранение и укрепление культурной идентичности ингушского народа, его духовных ценностей. Эта программа должна оставить наши дорожные карты на ближайшие 30 лет, четко обозначив цели, к которым мы будем стремиться для сохранения уникальности Ингушетии в условиях глобальных перемен. Сразу после выступления кандидатов в депутаты Народного собрания утвердили избирательный бюллетень и приступили к процедуре тайного голосования. Ящик для голосования уже принесли. Выбор должны сделать 32 депутата из предложенных 3 кандидатур президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это действующий глава республики Махмуд Али Калиматов, депутаты Народного собрания Алихан Арабханов и Ислам Гадиев. Ранее они представили свой план развития региона. Будущий глава Ингушетии избирается на 5 лет. От него ждут в первую очередь сильной и результативной программы развития республики, а также стабильности. Среди них все 3 эти кандидата, люди здесь в республике известные. К счастью, нет людей, как у нас говорят, пришлых, неизвестных. Они все люди известные, у каждого есть биография своя. Один из них человек, который 5 лет руководит регионом. Вот. Все, что
ему удалось сделать, значит, мы все жители республики видели, и те, кто с ним работает. Наша задача поддерживать того всеми возможными нашими путями для того, чтобы оказать ему доверие, оказать ему поддержку в меру своих сил и возможностей. Если говорить о себе лично, я определилась, точно знаю, за кого буду голосовать. И буду голосовать за стабильность, за будущее и за процветание. Самое главное, это в регионе действующий глава региона. Я думаю, что мы ждем продолжения того курса, который был начат Махмудом Алимом Шариповичем. И самое главное – это стабильность. Я считаю, что республика взяла определенный курс, есть программа социального и экономического развития республики. Я надеюсь, что мы выберем сегодня достойного кандидата, который продолжит именно вот этот курс. И я считаю, что республика динамично развивается, и мы продолжим этот путь. Кандидатуры достойные, но, конечно, каждый депутат сделал свой выбор. Мы руководствовались тем, что обозначены курсы кандидатами, задачи, цели, которые стоят перед главой будущим, учитывая программу, учитывая задачи, мы сделали свой выбор. После голосования комиссия подсчитывает число бюллетеней и подводит итоги результатов выборов. Уважаемый Магомед Умарович, уважаемые кандидаты, приглашенные депутаты. Протокол. Народное собрание Республики Ингушетия. Протокол счетной комиссии Народного собрания Республики Ингушетия. По итогам тайного голосования по избранию главы Республики Ингушетия, город Магаз, 8 сентября 2024 года. В избирательный бюллетень для тайного голосования внесены кандидатуры Арабханова Алихана Зяуддиновича, Гадиева Ислама Гиланевича, Климатова Махмуд Алима Шариповича. Число изготовленных бюллетеней 32, число выданных бюллетеней 32, число погашенных бюллетеней 0, число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования 32, число действительных бюллетеней 30, число недействительных бюллетеней 2, число голосов, поданных за кандидата Арабханова Алихана Зяуддиновича 2, Гадиева Ислама Гиланевича 3, Климатова Махмуд Алима Шариповича 25. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года номер 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и законом Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года номер 6 РЗ о порядке избрания главы Республики Ингушетия Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Климатов Махмуд Алим Шарипович. Подпись председателя. Подпись председателя счетной комиссии, секретаря и члена счетной комиссии имеется. Махмуд Али Калиматов переизбран на новый срок. Это в первую очередь говорит о доверии к политике главы, о результатах проделанной работы. Символично то, что сегодня исполняется 5 лет со дня официального вступления в должность главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Действительно, за последние годы сделано очень многое. Республике удалось полностью уйти от мер бюджетного принуждения, погасить государственный долг. Помимо прочего, высокие показатели говорят сами о себе. В Ингушетии строят современные школы, дошкольные учреждения, уделяют особое внимание вопросам здравоохранения, развитию IT-технологий и не только. Участники заседания поздравили главу Ингушетии с избранием на новый срок. От руководителя региона ждут продолжения курса созидания и развития. Перспективный план развития республики во всех направлениях глава сегодня озвучил. Депутаты задавали вопросы, и ранее у нас были встречи, но тем не менее сегодня еще раз мы убедились, что действительно перспективный план развития республики, он правильный. Сегодня у нас прошло голосование. Я могу что сказать? Поздравить Махмуда Алима Шариповича с победой, пожелать здоровья, счастья и благополучия в его нелегком труде
Надеемся, что все будет хорошо. Сунжа на себя ощутила разительные перемены за последние несколько лет. Это и строительство социальных объектов, это школы, детские сады, это строящиеся дороги, новые дороги, которые сейчас у нас строятся, новый амбициозный проект по инициативе главы республики запустить строительство дороги из Сунжи Малгобек напрямую. И сегодня мы с вами наглядно видели, как в своем докладе глава Республики Ингушетия прокомментировал те позитивные и положительные фундаментальные задачи, насколько эффективно республики решены и решаются. И сегодня это в своем голосовании отразили и депутаты Народного собрания. Сегодня глава Республики Ингушетия избран действующий глава Республики Махмут Али Макшарипович Калиматов, и за что я хотел бы поблагодарить наших депутатов за тот выбор, который они сделали. Рина Цычоева, Адам Мережков, Сулейман Костоев, Алисхан Гаравожев, Руза Гитагазова, Магаз 24.